В Сыктывдинском районе на 226-м квартале Ибского лесничества началась высадка сосен. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» новыми деревцами засадят участок площадью 3 гектара. Наготове 6 тысяч саженцев. В первый день, помимо сотрудников местного лесничества, в посадке хвойных приняли участие также сотрудники Минприроды, члены школьных лесничеств Коми и представители власти, в том числе и глава региона Владимир Уйба. К команде восстановителей леса присоединилась и Евгения Клаткевич. Восстановить лес естественным путем на участке в районе Ясного не получается. Последняя крупная рубка в 2017-м обернулась нехваткой новых деревьев. Именно поэтому было принято решение об искусственном лесовосстановлении. Задуманное реализуется в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Для Республики Коми лес имеет особое значение. Лес кормит, лес согревает, лес дает работу. И тем не менее, в результате нашей иногда неправильного отношения к лесу, лес горит, лес вырубается. Поэтому сегодня мы с вами возвращаем долг нашей красавице Парме. Высадим лес на площади 3 гектара. И тем самым восстановим частичку нашей тайги. Глава региона один из первых высаживает на участке саженцы. Начинает работу Владимир Уйба в паре с Никитой Напалковым, участником школьного лесничества из поселка Ситкыркищ. Мальчику всего 12. За несколько лет такой внеурочной деятельности Никита посадил уже не 100 деревьев. Сегодня здесь миссию по восстановлению леса вместе с ним выполняют еще 7 ребят. Почему она все-таки важна? Чтобы лес оставался, потому что деревьев очень много вырубают. Это не сложно, просто копать инструментом и бросать внутрь. Технология посадки проста. Так, с помощью специальной трубы в земле делается углубление, куда после высаживают саженец. После места вокруг растения нужно утрамбовать ногой. Расстояние между высаженными сосенками 50-70 сантиметров. У саженцев сосенок закрытый тип корневой системы. Посмотрите, корни собраны в некий грунтовой стаканчик. Технология финская была адаптирована Россией, в том числе и Республикой Коми, еще в 2014 году. Благодаря этой технологии деревья очень хорошо приживаются на месте. Саженцы с такой корневой системой сначала выращивают в теплице. К переезду в дикую природу растения готовятся примерно 7-8 месяцев, после чего в землю, по сути, отправляются уже прижитые растения. В связи с этим гарантия дальнейшего прорастания почти 100%. После высадки присмотр за саженцами, к слову, не прекращается еще 2 года. Ежегодно лесничий обходит подобные территории, смотрят, значит, на предмет зарастания данного лесного участка. Как только понимают, что лесной участок начинает зарастать лиственными породами, то принимаются, значит, меры к рубке данных лиственных пород. Это мероприятие называется «Рубки ухода молодняка». По опыту приживаются вообще все деревья? Ну вот у закрытой корневой системы очень высокая приживаемость. В среднем мы по Северо-Западному федеральному округу считаем в районе 90%. Мы стараемся увеличивать ежегодно объемы лесовосстановления именно закрытой корневой системой. Но в процентах от общего лесовосстановления сюда входит и открытая корневая система, входит посев, сюда входит. Мы сегодня говорим о 80%. На участке планируется восстановление минимум 3 гектаров леса. Это 6 тысяч саженцев. Работы немало. Первый этап лесовосстановления пройдет этой осенью, второй уже будущей весной. До наступления зимы здесь поселятся минимум 3000 хвойных. Полноценный лес, по словам специалистов, на участке можно будет увидеть примерно через 10 лет. Евгения Клаткевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.